Первичное звено здравоохранения в течение следующих 5 лет будет модернизировано на 6 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Республиканского Минздрава. Сюда включаются появление 63 и капремонт 40 медицинских объектов, закупка современного оборудования, а также автотранспорта. В изначальной версии сумма этих средств была чуть более 4 миллиардов, но выросла после сентябрьского диалога Владимира Уйба с Владимиром Путиным. О глобальных планах глава Коми рассказал у себя на странице ВКонтакте. Принято решение о строительстве республиканского перинатального центра, мощность которого составит до 260 коек и 120 посещений в смену. Сейчас идет поиск земельного участка. В этом году республика получит 28 автомобилей скорой помощи. Они будут распределены между муниципалитетами и территориальным центром медицины катастроф. В 2021 году планируется построить 19 ФАПов в Вижемском районе, Карткиросском, Усть-Куломском, Усть-Вымском, Сыктывдинском, Сысольском, Сосногорском и Усинском. Мы также увеличили число обучающихся в медицинских вузах и колледжах по целевым направлениям. По сравнению с прошлым годом в 2,5 раза увеличили финансирование программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Предусмотрели финансирование на приобретение в этом году 19 квартир для медицинских работников в городах Сыктывкар, Ухта и Печора. Заметим, первичное звено – это то, куда граждане обращаются в первую очередь. Поликлиники, женские консультации, служба неотложной помощи, амбулатории и ФАПы. Реализация данного проекта позволит вывести отрасль здравоохранения на современный уровень и выявлять опасные заболевания на ранних стадиях.